Ну все, друзья, Михаил поехал домой, говорит, надо в детский садик и так далее. Мы с Мичилом остались рыбачить. Сейчас попили чаек и погнали дальше. Сейчас будем рыбачить. Мичил нам, думаю, покажет мастер-класс, как рыбачить надо. А, Мичил? Научишь нас, как рыбачить на налима? Хорошо. Будем мастер-класс от рыбака слушать. О, красавчик! Ты смотри-ка, а! Хороший, да? Ну-ка расскажи, как поймал-то? На что поймал? Вот, на таком. Это что? Это на туфель. Ручка от ведра, да? Ручка от ведра. Ага, это сколько тут должен быть? Сколько вес должен быть, граммов или килограммов? Ну-ка. Ну как будто килограмм, да? Ага. Как делаешь, когда опускаешь? Ну-ка покажи-ка нам. И вот так. Так, ага. Тут где-то два туфели. А? А, вот так надо делать, да? Красавчик. Он просто их таскает, друзья. Давай. Еще. Сейчас, наверное, еще выйдет. Ничего себе. Такие большие. Ну, хорошие вообще, хорошие, большие ловятся. Так, еще дальше как делаем? Ну-ка. Мастер-класс от Мичила сегодня у нас, друзья. По ловле налима. А то мы тут сидим с нашими жерлицами, ничего не ловим. О, все тут туфели. Ага. Так. Опускаем. И потом. Вот так. Ага. И потом он клюет, да? Да. Все, ребят, поняли, как надо ловить? А то ловите неправильно. Вот так вот надо. Так что так вот. Мастер-класс от Мичила. Ладно, друзья, сейчас я сидел, рыбачил на поплавочку. Ну, на червя. Будем, наверное, тоже стучать сейчас, вот, как Мичил. Но у нас, правда, стуколка, которую мы готовили дома. И будем ее, значит, испытывать. Ну и, конечно же, ручку от ведра у меня тоже есть. Будем на ручку от ведра. Но, думаю, на ручку от ведра все-таки попробовать завтра, потому что вот туда можно будет уже ходить, где поглубже. И пробовать. Это Перевязать надо? Перевязать, да. Давай, перевязывай. Так, друзья, ну вот наступил вечер. Значит, голову от моего хариуза буду сейчас использовать. Начинаем, так говорится, рыбалку на стук. Вот я вчера показывал, изготовил вот такие блесна стуколки. Буду сегодня их пробовать, как они себе покажут.
условиях, так скажем, ну, голову вот так насадил, не знаю, правильно, неправильно. Ну, по идее, чтобы надо, чтобы жало выскакивало. Давайте ее как-то через рот пропустим. Вот так вот. Вот. И будем стучать сейчас. Так, ну что, вот после мастер-класса Мечила вроде все усвоили. Теперь давайте попробуем повторить, как у него, как он нас учил. Вот. Есть. Ладно. Здесь есть кто-то идет. Есть такое дело. Крючок хороший. Хороший крючок. Он его сразу пробивает. Ну вот, друзья, такой вот налив. Все. Конечно, никак и ничего. Но тоже не маленький такой вот. Вот. Крючок себе хорошо показал. Хорошо показал. Есть, да? Да. Фу, отлично. Вытащили налива все-таки. Значит, мы тоже что-то можем. Вот. В принципе, самоделка неплохо себя показала. Вот так вот. Вот это жало хорошо удержит. Главное засечь правильно. Вот. О, красавчик, он уже вообще надубасил конкретно. Это тоже хороший. Да, тоже хороший, да. Тоже. Так, ну чё, начнем, продолжим рыбалку, как говорится. Нахожусь я в Саскалахе Анабарского района, на реке Анабар.
Первый лед здесь уже встает в конце сентября, начале июля, начале октября. Вот, и сегодня мы здесь вот, за мной стоит Мичил, сын Михаила, местного охотника, рыбака. Вот, и мы вдвоем здесь рыбачим на льду. И сейчас на вечерочке маленько постучим. Что поймается, то поймается. И завтра хочу уже также половить, попробовать на удочку, на червя. Потому что на червя сегодня я 2 хариуза, 2 окуня, сига взял. Даже маленький таймишонок попался, вот такой вот. Я вот пустил. Видел в камеру в подводную, проплывал чир. Небольшой чирок. Вот. Ну, посмотрим, как по погоде будет. И завтра лед еще окрепнет. Здесь будет побольше пространства, где можно походить, постучать. Но сегодня мы сидим на таком пятачке. Ага. Есть. Подожди ты, стой. Вверх. Сейчас я тебя отпущу. Вот. Ну что? Вот такой красавчик попался. Опять-таки. Ну тут, наверное, килограммов. Ну, килограмма 3-то есть точно. Если не больше. Ну-ка. Подожди. Ё. Сопливый, а. Не дает поднять. Да дай я тебя подыму, взвешу, да отпущу. Весов у меня нет, друзья. Просто вот. Ну, хотя где-то под пятерик. Под пятерик налим. Хороший. Все, друзья, ушел. Ощущения классные, конечно. Классные. Сама вот эта поклевка, подтяжка, удар. Как ты рыбу вываживаешь. Обалденно. Опять сошла? Угу. Уже 2 сошло, да? Да. Ну ничего, здесь красавчик. Кормилец семьи, я так думаю. Просто кормилец семьи. Подубасил уже 1, 2, 3, 4, 5, 6. Еще 2 ушло. Чуть рекорд не поставил, да? Да. 8 штук. Ты сколько самое больше ловил? Знаю, 4. 4, да? О, сегодня. 5. Или 5, да? Ты уже сегодня больше поймал? 6? Угу. Красавчик. Ну давай, удачи. Лови. Ну а мы, друзья, давайте дальше продолжим нашу интереснейшую рыбалку. Рыбалка на налима. Опять сошел? Вот это место вот очень удачное у тебя. Очень удачное место, потому что тут свал, видать, начинается.
начинается свал и, собственно, рыба подходит, чтобы подняться, ну, по свалу на кормежку и так далее. Такое. Есть. Пошла, да? Опа. Отдай рыбу. Отдай рыбу. Ну вот такая вот, еще один пятерик, такой вот. Так, друзья, сегодня у нас ветер восточный, вот. Может быть, из этого хороший клев, а может быть просто клев хороший. Так, у Мичила здесь как забойный. Так, теперь проверим, давайте жерлицу. Че она там стрелила-то? Баба. Ох, было. Что-то есть. А это так мелко, что ли? Вообще не понял. Почему так близко? Точно. Налим барывает, целая кукрыты. Какой маленький. Но совсем маленький. Нам такой не нужен. Друзья, ему даже в рот рыба-то не помещается, он ее пытается заглотить. Вот жадность, а какая. Какой жадная рыба, какая жадная. Ну и ты нахер говоришь. Даже в рот не помещается, налим. О, приманка в рот не помещается. Да, друзья, попался очень маленький налим. Как Мичил говорит, очень маленький. Но нам такие маленькие не нужны, поэтому мы его отпустили. Давайте опять зарадим жерлицу. Нам нужен большой налим. Ну вот, друзья, мы с Мичилом пришли в палатку. Все, рыбалка закончилась. Время уже 8 вечера. Мичила папа так и не приехал. Наверное, будет ночевать здесь со мной, останется. Завтра отсюда, сказал, в школу пойдет утром.
Вот. Сейчас домашнее задание отправим по телефону. Да? Будем делать здесь домашнее задание вдвоем. Вот. Скачаем с интернета, наверное, готовое домашнее задание. И завтра он пойдет в школу отсюда. А ночью мы будем рыбачить с ним. Всю ночь. На завтра 20 штук поймает до завтра. Мечил, да? На целый год. Вот, налимов. А если серьезно, ну-ка расскажи-ка, Мечил, сколько ты самое большее количество налимов ловил? 5 или 6. Когда-то. А сегодня сколько поймал? 6. А сколько упустил? 6. 12 штук мог поймать, представляете? Вот это результат. Вот эта рыбалка должна была быть. Но маленько не повезло. Так, ну вот, друзья, завтра я буду рыбачить на снасти, как у Мечила. Мечиль, завтра придешь рыбачить? Да. Молодец. Завтра будем вместе рыбачить. У него тоже такая есть. Такой крючок. Вот. Ну, завтра попробуем половить. Только я сюда буду насаживать потроха от этого, от налима. Сюда в желудок одену. Вот так вот. И попробуем половить на желудок. Так, ну что, друзья, приехал Михаил с своим сыном. А мы сейчас пойдем поснимаем, как они собираются. Alttan tuttum onun altını düşüreceksin. Onun içini ıhtak. Bugün kimi? Modum da. Тебя кемлегер булаттан. Чемпионнар кейін. Атын тоқат тұттат. Üzerlisine bir kırıp kök kırıp taşı. Так, ну вот, ребята пришли собираться и заодно решили проверить, а вдруг будет еще поклевка. Ну и как в основном, как все заядлые рыбаки, они просто начали продолжать дальше рыбачить. Так, друзья, а между делом на небе начинается северное сияние прямо над нами. Вот, я сегодня, если распогодится, я пофотою обязательно. И фотографии все я выкладываю в Инстаграм, в ВКонтакте в группе. Вообще везде, где можно, так что подписывайтесь. Так, Мечиль еще одного вытащил. Итого сколько уже? 7. 7 штук поймал. Всю осень будет котлеты кушать, однако, чувствую. Да, Мечель? Да, буду, наверное. О, папа прям много, у папы много работы будет крутить на линию. Несколько дней будет крутить, наверное. Вот. Молодец какой, а. Брат его младший наблюдает за всем. Нормально. Ну вот сейчас Михаил еще одного вытащил в коллекцию.
тоже. Вот рыбалка одного вечера, друзья, на севере. Еще одного вытащил. Круто вот. Ona tutup ya. Bu betul betul. Betul bir tut takutnya. Bomba. Ага. Это bir, iki, üç, Толст. Ага. Это запуханное. Так, теперь ребят собирают свой улов и отправляются домой. Радостно. Налимов наловили, в общем, хватит на всю осень практически. Бабка. Главное, чтоб поместилось. Hep konu işte bir gümeye hayır. Ama konu anne. Konu anne bir yaptı. Anda. Ну вот, друзья, наступил уже вечер. Ребята уехали домой. Я остался один. Сейчас вот сижу и обдумываю завтрашний план действий. Думаю, может быть, завтра попробовать переставить палатку на лед и постучать в палатке. И можно и постримить заодно. Либо постримить, посидеть на льду. Но уже под открытым небом. Но дискомфорт просто потому, что очень пасмурно, ветер и снег будет. Поэтому будет все заваливать. Вот. Думаю, как сделать.